Бисмилля, альхамдулилля, саляту вассаляму аля расулилля. Положение людей, а именно грешных верующих в судный день. И мы с вами говорили про тех, кто отказывается выплачивать закат. Говорили про гордецов, что Аллах даст им облик, размеры самых маленьких насекомых, муравьев, и люди будут ходить по ним, наступать на них, и даже не будут видеть и чувствовать их. Это презренное состояние, положение Аллах дает им за то, что они были надменными, за то, что они думали, что они самые умные, самые лучшие. Идем дальше. Есть категория грехов, за которые люди понесут наказание именно в судный день. И это грехи, совершившими которые Аллах даже разговаривать не будет. Он даже не будет с ними разговаривать, и Он не будет очищать их от грехов. Есть группа грехов. И вот Абу Хурайра, радийаллаху анху, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: а в день суда Аллах не заговорит с тремя. То есть, что означает не заговорит? Вот иногда, даже в семье, да, ребенок может совершить какое-то дело, что отец, как в наказание, да, он может сказать: улум, я с тобой даже разговаривать не хочу. И вот когда близкий тебе человек, один из родителей, говорит тебе, что он даже или там видеть тебя не хочет, да, или разговаривать с тобой не хочет, то, конечно, это страшное наказание, да. Когда там жена говорит мужу, например, за что-то, да, за что-то, или муж там, Аллах сакласан, или вот родители говорят сыну, да: улум, даже видеть тебя не хочу. То есть это на самом деле, значит, он совершил что-то плохое. И вот представьте себе, Всевышний Аллах, Он видеть не хочет этих рабов. Здесь речь идет о мусульманах, потому что как отдельная категория положение неверующих в судный день, это мы говорили об этом, да? Сейчас идет речь о мусульманах. Значит, есть верующие, которые уверовали в Аллаха, которые поклонялись Ему, но они совершали такие грехи, что Аллах даже не хочет их видеть. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: в день воскрешения Аллах не заговорит с тремя, не похвалит их и не посмотрит на них. Не посмотрит на них. И им уготовано мучительное наказание. Вот именно за эти грехи. И вот здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, называет три греха. Первое – аш-шейху зани. То есть это пожилой человек, который совершал зина. То есть это блудник, старик. Первый. Второй – лживый правитель. То есть Аллах сделал его правителем, но он лжет, обманывает людей. И третий – бедняк, но высокомерный. То есть горделивый бедняк. Но все эти грехи, первое – зина, второе – ложь, третье – гордыня, надменность, высокомерие. Мы все это знаем. Но вот здесь очень важно, дорогие братья, понять, почему именно старик. Да, он зинащик, он совершает зина, но тут речь идет о ком? О старике. Да, ложь, как для правителей, так и для простых людей, так и для рабов, она запретна. Харам. Гордыня, высокомерие, как для богатых харам, так и для бедных. Но вот здесь мудрость в чем? Именно шейху зани. То есть блудник, кто не молодой, а старый блудник. Бабай уже, но до сих пор
зина делает, да? И вот здесь нужно вспомнить правило, машаллах. Это мудрость ислама. Это мудрость ислама. Вот всегда к греху что-то призывает человека. Есть причины, которые приближают его к зина. Например, гордыне, к лжи. Всегда. Вот почему человек ворует? Потому что, может быть, у него есть какая-то причина, да? Хотя мы не говорим, что от этого воровство станет халяльным. Почему человек зина делает? Да потому что, может быть, у него жены нет, да? Хотя это не освобождает его от греха. То есть вот чем вот эта причина, которая способствует человеку совершить грех, чем эта причина меньше, тем в итоге получается грех больше. Чем вот эта причина больше, то в сумме там в итоге грех меньше. Но он харамом не перестает быть. Вот поэтому давайте возьмем пример. Два человека, которые совершают зина, да? Молодой и старик. У кого причин, которые призывают его к зина, больше? У старика или у молодого? А? Ну, во-первых, наверное, у молодого, да, потому что кровь кипит. Может быть, пока там семью создать возможности нет, да, конечно, у него больше. Поэтому в итоге грех, он может быть чуть меньше, но он все равно харам. Харам, валя тақрабу зина. Аллах сказал, не приближайтесь даже к зина. Поэтому, дорогие братья, это страшная проблема сегодняшней уммы. Когда я слышу, как имам, мне говорят: хазрат, ты тут на минбаре сидишь и многого не знаешь. Мне молодые братья говорят. Я говорю, а чего я не знаю? Да тут есть братья, которые с нами на намаз ходят, а иногда и там шутят. Зина делают. Я говорю, я не верю в это. Хазрат, ты же на минбаре в мечети, конечно, не веришь. А мы же знаем, что они делают. Я говорю, тогда, братья, я не верю, что он 5 намазов читает. Я не верю. Как? Он говорит, с нами на намаз ходит, а сам зина делает. Я говорю, я не верю. Потому что Аллах сказал, инна салята танха аниль фахшаи валь мункар. Воистину намаз запрещает человеку все предосудительное и мерзкое. Аллах сказал, он говорит истину. Значит, у него проблемы с намазом, у него проблемы с иманом. Если бы не было этих проблем, как мусульманин, который выстаивает 5 раз, совершает намаз, тот намаз, который пророки совершали, да, и потом идет между намазами, зина делает. Это невозможно представить. Хотя братья остались на своем, да. Поэтому и для молодого, и для взрослого это страшный грех. Это страшный грех. Но старик, у него уже не та кровь, у него не тот пыл, не та страсть. Но если даже, несмотря на это, он делает зина, Аллах даже разговаривать с ним не станет. Аллах не посмотрит и не очистит его от грехов. Поэтому вот она, мудрость ислама, машаллах. Чем меньше причина совершать грех, тем больше грех. И здесь вот второй пример. Пророк ﷺ сказал, лживый правитель. Вот есть раб, бесправный раб, представьте себе, да? И он что-то сделал, правитель его созвал к себе и говорит, ты почему так сделал? Вот здесь у него причин обмануть его, лжи, да, может быть больше. Потому что он знает, что сейчас правитель, если узнает истину, да, он может убить его, наказать его, казнить, я не знаю. Поэтому у него положение одно, у него больше причин может быть, чем у правителя. А правителю чего бояться? Его за это никто не убьет, его никто не накажет. Поэтому ложь правителя, она еще хуже. Потому что у него причин лгать меньше. Хотя в жизни мы видим, что правители иногда больше обманывают. И третье, горделивый бедняк. Вот то же самое. Давайте на чашу весов поставим гордыню богатого, успешного руководителя и рядом нищего, бедного,
который ничего не смог сделать, да, и его гордыню. У кого причин высокомерия больше, гордыни? Конечно, у богатого, конечно, успешного, потому что он что построил? Он построил бизнес, за ним там миллиардные обороты. Конечно, у него шайтан с ним играет больше. Почему? Потому что ему что и произошло с фараоном, с Харуном. Харун же он на самом деле, наверное, умный был, мудрый был. Он же собрал, хотя истину Аллах ему не дал понять. Да? Он же говорил, все это было дано мне за мой ум, за мои знания. Так ведь? Потому что есть высокомерие, которое зиждется на разуме человека. Он думает, что я самый умный, поэтому так у меня получается, а у вас у всех нет. Так ведь? Поэтому, конечно, богатому, сильному, ему сложнее устоять перед искушением, соблазном высокомерия. А ТГС рядом стоит. Да у него ничего нет за ним. Он ничего не построил, ничего у него не получилось, может быть, да, он факир, весь такой бедный, а сам надменный, сам высокомерный, да. Бывает уж так. Поэтому, конечно, его высокомерие – это большее преступление, чем высокомерие богатого. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, именно блудливый старик, лживый правитель и горделивый бедняк. Абдулла ибн Амр, радиаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: на троих в судный день Аллах не посмотрит. Первое – это непочтительный сын, то есть неуважение к родителям. Неуважение в исламе запретно. Человек должен уметь уважать. Но чем уважаемее этот человек, тем больший грех берет на себя за неуважение к этому человеку. То есть, кто может быть более уважаемый, чем наши родители, которые нас родили, которые нас воспитали, научили нас ложку держать, научили нас писать, читать, нужду справлять. Да, они. То есть, если мы будем проявлять неуважение к нашим родителям, это большее преступление, чем к другим. Поэтому непочтительный сын. Женщины, подражающие мужчинам. Аллах мужчинам дал свои особенности, свои качества, свою красоту, которую они должны беречь. А женщинам Аллах дал свою нежность, свою природу, свою красоту. И они не должны отказываться от этого и брать себе, желать себе мужские качества. Поэтому сегодня мы как раз, дорогие братья, живем в том обществе, да, когда смотришь, видишь молодого человека и не знаешь, опускать взор или нет. То есть непонятно, женщина это или мужчина. Сегодня иду в мечеть, с розовыми волосами мужчина. Мне жена сказала, что это мужчина, наверное. А иногда смотришь, это плюется, сигареты курит, оказывается, женщина. Короткая стрижка, непонятно, да? Поэтому Аллах дал тебе свою природу. Почему борода в исламе, да? Мужество в исламе, одеваешься как мужик, да? Это же ты мужчина, ты должен выглядеть как мужчина. А женщина, у нее волосы, у нее свое телосложение, у нее своя скромность, своя одежда. Поэтому мы не должны смотреть и думать, что это мужчина или женщина. Поэтому женщины, подражающие мужчинам. И даюф. Даюф, все, я завершаю. Даюф – это тот, который видит непристойное поведение своих женщин, то есть дочери, жены, да, может быть, смотришь, две пары идут молодые, муж с женой, да, мужики даже не здороваются, муж обнимает его жену, а его жена бросается на этого мужика, да, никакой ревности нет, все нормально, погладь мою жену, кашакла, да, нет такого не должно быть. Они не родные сестры, братья и сестра. Нет, они чужие люди. Поэтому мужчина, у него должна быть ревность. Ревность к жене, по отношению к жене, к дочери. Какой-то мужик пришел вечером домой. Где дочка? А она, давай сейчас выйдет, и все там. Или, например, на никахе сидишь,
И у отца спрашиваешь, согласен ли ты передать дочку этому? Ну ладно уж, это, нашли уж друг друга, давай пускай. Ну как, это же он отец. У него должна быть ревность. Он должен нести ответственность за своих женщин. А тот, у кого нет этого, вот этой ревности, ему нет места в раю с благочестивыми. Поэтому даюф – это тоже величайшее преступление. Этот хадис передали Ахмад ан-Насаи и Хаким. Ну, давайте тему, иншаллах, потом продолжим. Субханакаллахумма бихамдик, шаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.